Героини шли дорогой чести. К подвигам их молодость рвалась. Вместе жили, радовались. Вместе встретили они свой смертный час. Это стихотворение поэт Михаил Светлов посвятил двум хрупким советским девушкам – Наталье Ковшовой и Марии Поливановой, положившим свои юные жизни на алтарь Великой Победы. В октябрьские дни 1941 года, когда немецкие войска упорно рвались к Москве, там шло формирование добровольческого батальона Коминтерновского района столицы. Среди сотен записавшихся были две девушки – Мария Семеновна Поливанова и Наталья Венедиктовна Ковшова. Они не были москвичками, а Поливанова родилась и выросла в Тульской области, Ковшова – в Уфе. Обе они до войны окончили школу и поступили работать в Трест Оргавиапром. Днем работали, по вечерам учились на курсах при Московском авиационном институте. Мечтали поступить в институт и стать инженерами-авиаконструкторами. Июнь 1941 года решил по-другому судьбу девушек. Долгое время считалось, что женщинам на войне нет места. В лучшем случае они привлекались в различных вспомогательных службах. Великая Отечественная все изменила. Женщины не только ждали мужчин с фронта, не только были медсестрами, радистками, работали на военных производствах, но и сражались на передовой, зачастую в самых опасных родах войск. Сам призыв женщин на войну, он был связан с нехваткой людских ресурсов, особенно в армии, которая понесла большие потери в течение оборонительных боев лета и осени 1941 года. И уже весной 1942 года Верховное Главнокомандование принимает ряд постановлений о привлечении женщин в состав рабоче-крестьянской Красной Армии. Но первые постановления касались о привлечении женщин в качестве военнослужащих в систему ПВО, противовоздушной обороны. Это зенитные батареи, аэростатные заграждения, наблюдательные посты в нос и так далее. Затем было принято постановление, это была прям серия постановлений март-апрель 1942 года, включая до мая, о привлечении женщин в качестве связистов, ну и затем на другие штатные должности. И вот если мы будем говорить о массовом призыве женщин в состав рабоче-крестьянской Красной Армии, это, конечно, 1942 год. В 1941 году в состав рабоче-крестьянской Красной Армии также поступали женщины-добровольцы. Это было стихийное явление. В основном это были молодые девушки-комсомольцы, члены партии, которые, понятно было, если они останутся на оккупированной территории, их судьба, в общем-то, была понятна, что они будут просто убиты. И не будем забывать о том, что эти женщины были патриотками и хотели воевать наряду с мужчинами в рядах рабоче-крестьянской Красной Армии. Как только появилось огнестрельное оружие, началась борьба высокоточных стрелков. К началу Второй мировой войны практически во всех воюющих армиях появились профессиональные снайперы. Снайперы сеяли панику в рядах врага, отстреливали офицеров, артиллерийские расчеты пулеметчиков. Невидимая смерть отныне всегда нависала над любым солдатом, где бы он ни находился. И с уверенностью можно сказать, что солдаты Красной Армии превзошли в этом искусстве всех. В 1941 году возникла достаточно самостоятельно на фронтах движение за подготовку метких стрелков. Снайперское движение, снайпинг. Это было, в общем-то, движение, оно имело корни еще со времен Первой мировой войны и более ранних этапов военной истории, о том, что меткие стрелки, подготовленные достаточно для хорошей работы на фронте, могут выбивать командный состав противника, наносить ущерб людской силе именно путем хорошо замаскировавшейся укрытий и нанесения чувствительных, так сказать, ударов по командирам, которые способствовали укреплению позиций противника. И вот в 1941 году начинается, в общем-то, на фронтах стихийное движение за развитие снайперского искусства. Были созданы при армиях школы снайперского искусства, куда пошли военнослужащие мужчины. Что особенно поражало немцев и их союзников, среди советских снайперов было множество женщин. Такие имена, как Илья Молдогулова или Людмила Павличенко, вселяли настоящий ужас в ряды противника. Стоило только проскочить сообщению об их появлении на данном участке фронта. 20 марта 1942 года приказом НКО СССР создана школа инструкторов-снайперов при Главном управлении Всевобуча, которая начала занятия с первым набором курсантов 18 апреля. В школу были мобилизованы инструкторы-снайперы не моложе 20 лет, физически здоровые, отличные стрелки, прошедшие 110-часовую программу Всеобуча с образованием не ниже 7 классов.
3 мая состоялось торжественное открытие школы с парадом личного состава и приятием воинской присяги. 27 ноября 1942 года приказом НКО СССР школа инструкторов-снайперов реорганизована в Центральную школу инструкторов снайперской подготовки при ГВО НКО СССР. При ней сформированы женские курсы отличных стрелков снайперской подготовки с 3-месячным сроком обучения. 7 декабря ЦК ВЛКСМ принял постановление о призыве на снайперские курсы комсомолок. В сентябре 1941 года было принято решение о создании системы всеобуча, куда поступали молодые люди и комсомольцы в основном, это молодые люди и девушки, где готовились будущие бойцы по специальной программе подготовки. И вот в рамках этого всеобуча тоже было уделено внимание снайперскому делу. И вот уже к осени 1941 года было понятно, что женщины могут быть снайперами, потому что они, в общем-то, обладают определенными навыками, может быть, даже лучшими, чем мужчины для владения вот таким сложным оружием, как снайперская винтовка. Это выжидать противника, хорошо маскироваться, более плавно, нажимать на спусковой крючок. Это были, в общем-то, там много особенностей снайперского искусства. И было предложено привлекать женщин в эти школы. Но если мы будем говорить о законодательном оформлении, то это весна 1942 года, когда в марте было принято решение, в мае оно было уже официально оформлено, о создании снайперской школы, центральной снайперской школы, которая готовила снайперов. И там же было решено готовить женщин-снайперов. И вот центральная уже женская снайперская школа, она была создана в мае 1943 года. Но это вот само шло официальное формирование снайперского движения в рамках решений Верховного Главнокомандования. Наталья Ковшова с первых же дней войны стала активным бойцом команды ПВО при Тресте, где она работала инспектором отдела кадров. В свободное от работы время часто дежурила на крыше дома и видела все, что происходило в небе Москвы на улицах родного города. «Понимаешь, — говорила она потом матери, — когда вижу в небе эту проклятую фашистскую машину с крестом, сжимаю кулаки от ярости. Сил больше нет торчать в тылу». Наталья несколько раз подавала в райком комсомола заявление с просьбой немедленно отправить ее на фронт, но ей всякий раз отказывали. Слишком была юной и неподготовленной в военном отношении. И лишь в конце июля 1941 года, после настойчивых просьб, ей удалось поступить в школу снайперов ОСУ «Авиахима», где за сравнительно короткое время овладела сложным искусством меткой стрельбы. В одном из своих писем матери она в те дни писала: «Научилась стрелять из ручного и станкового пулеметов, бросала боевые гранаты. Словом, стала полноценным красноармейцем». В августе Наталья успешно закончила школу снайперов и в числе лучших получила звание командира отделения и снайпера-инструктора. В октябре, когда немецкие войска упорно рвались к Москве, в столице началось формирование коммунистических батальонов. В один из таких батальонов и поступила добровольцем Ковшова. 15 октября ее мать Нина Дмитриевна Орловец-Ковшова проводила дочь на сборный пункт 3-й Московской коммунистической добровольческой дивизии, ставшей впоследствии 130-й стрелковой, а с декабря 1942 года 53-й гвардейской стрелковой дивизии. Итогом 1941 года было два основных, в общем-то, факта, которые учитывал и противник, и наши союзники. Собственно говоря, антигитлеровская коалиция началась формироваться сразу же, когда было понятно, что Советский Союз выстоял. Во-первых, 1941 год закончился тем, что Советский Союз выстоял. Красная армия ведет боевые действия. Это раз. Она существует. Второе, план Блицкрига был, в общем-то, собственно говоря, сорван, и он исчез как план. Третье, была выиграна битва за Москву. Тяжелая битва за Москву, но она была выиграна. Враг был отброшен от столицы. Уже в первые дни пребывания в батальоне Наталья Ковшова и ее подруга Мария Поливанова зарекомендовали себя исполнительными бойцами. Все свободное время они стремились посвятить повышению своих военных знаний, учились у опытных бойцов. Девушки оказались и отличными инструкторами, свое снайперское умение старались передать другим воинам. Лишь за 2 месяца пребывания в армии подруги обучили 26 человек, главным образом девушек. Но Наталье все время казалось, что она еще мало помогает фронту, действующей армии. В письме к матери 18 ноября 1941 года она писала: «Скорее бы в бой. Мне кажется, что как только наша часть пойдет в бой, фашисты так и покатятся обратно».
В феврале 1942 года батальон прибыл на фронт, и уже через несколько дней начались ожесточенные бои, в которых особенно отличились Наталья и ее подруга Поливанова. 21 и 22 февраля в бою за Новую Руссу они впервые вышли на охоту и открыли свой боевой счет, уничтожив 11 фашистов, главным образом кукушек, засевших на деревьях и мешавших наступлению наших войск. Для них началась напряженная фронтовая жизнь. Бои следовали за боями. Успех им сопутствовал. О своих первых успехах на фронте Ковшова поспешила сообщить родным. Вот я и на фронте. Настроение отличное. Всего 3 дня мы в бою, а уже так много успехов. Каждый бой оканчивается нашей победой. Да какой! Фашисты отступают, бросая все на свете. Мы заняли уже 6 населенных пунктов. И в каждом захватили немалые трофеи. Противотанковые пушки, пулеметы, автоматы, целые склады боеприпасов и провианта, лошадей, повозки, машины, велосипеды и прочее. Первое время Наталья была снайпером-наблюдателем при командире полка. Однажды ей поручили выполнить несколько необычное задание. При взятии села Рудшево необходимо было уничтожить немецких пулеметчиков и минометчиков, засевших на колокольне церкви. После этого ей предстояло корректировать стрельбу нашего орудия. И Ковшова успешно справилась с заданием. Со второго же выстрела весь купол церкви был разворочен. Наши части получили возможность продолжить наступление. Самое интересное, что если вот Верховное командование, оно понимало, что женщина-снайпер – это, в принципе, хорошо, это получается, это такая нормальная воинская специальность для женщины, то вот на фронтах где-то до середины даже 43-го года было такое предубеждение. Ну, говорили, как это так, вот девушки такие хрупкие, могут ли они стрелять, они, наверное, боятся всего. И даже сохранились интересные воспоминания наших девушек-снайперов, когда они уже закончили снайперскую школу, их направили на фронт, а фронт распределял снайперов по, значит, соединениям, по дивизиям. Это был штучный такой товар военный, это была очень серьезная сила, контролировали, какой части прикомандирован снайпер и как он работает, отчитывались перед вышестоящим начальством вообще о работе снайперов. Их очень берегли, старались их, в общем-то, оберегать, защищать. То первый вопрос, когда они приходили на фронт, им, значит, задавался в такой отдельной обстановке, еще не при всех, что если кто-то передумал, кто-то боится на фронт, мы вас, значит, просим написать заявление, вы будете находиться на фронте, но работать медсестрой, там, связистом или еще что-то, специальность для вас найдется, никто вас не осудит, но, значит, мы просим вас искренне дать согласие. Все-таки вы будете на фронте, потому что это очень опасно, их отговаривали. Ну, девушки, конечно же, у них был патриотический настрой, они были подготовлены, они прошли очень серьезную подготовку, они говорили, что они готовы, никто таких заявлений, разумеется, не писал, но местное вот фронтовое начальство считало, что они могут испугаться и всячески их отговаривало, но затем практика показала, что девушки-снайперы хорошо влились в воинские коллективы, прекрасно выполняли свои воинские обязанности, нанесли значительный урон противнику. В том же бою Ковшова, рискуя жизнью под ураганным огнем противника, вытащила с поля боя тяжело раненого командира батальона, старшего лейтенанта Иванова. С каждым днем рос и снайперский боевой счет Ковшовой и Поливановой. Их направляли на самые трудные участки, на самые ответственные рубежи. И всякий раз они успешно справлялись с боевыми заданиями. Также успешно воевали и их ученики. За время нахождения на фронте подруги хорошо усвоили основные задачи снайпера. От боя к бою росло их мастерство. Все более меткими становились выстрелы. Укреплялись характер, выносливость, выдержка, хладнокровие, физическая закалка. Многие из этих качеств Наталья выработала в себе еще в детстве. Она воспитывалась в семье бабушки Валентины Ивановны Орловец. Из рассказов знала, что вся семья в 1917 году активно защищала советскую власть от белогвардейцев. В 1918 году половина родственников Орловец была зверски убита, в том числе Наташин дедушка, большевик Дмитрий Маркович Орловец, по профессии народный учитель, и 3 ее дяди, красногвардейцы-большевики. Наташина бабушка, мать и 2 ее тети были арестованы белыми и приговорены к каторге. Свободу им вернула Красная армия. Не случайно Наташа больше, чем сказки, любила бабушкины и мамины рассказы о незабываемых днях гражданской войны. Она мечтала продолжить революционные традиции семьи. Нередко говорила: «Как вырасту, тоже буду солдатом революции». Не беспокойся за меня. Знай, что твоя Наталка никогда не уронит чести нашей семьи и не опозорит славного боевого прошлого ее. Никогда не свернут с дороги перед лицом опасности. Иногда участвовали снайперы в такой контрборьбе, снайпер против снайпера. Когда было понятно, что на немецкой стороне находится хороший снайпер,
значит, стрелок уничтожает наших командиров и бойцов, то приглашался наш снайпер, который, в общем-то, вел такую борьбу снайпер против снайпера. Это уже, знаете, из разряда, наверное, такой не то, что военного искусства, это уже военной психологии, потому что подготовка снайперов на той стороне была тоже очень великолепная. Это были подготовленные, хорошие стрелки. И здесь была уже во многом, наверное, действовала психология. Это было очень сложно, но необходимо было просчитать все ходы противника, снайперу, где он замаскируется, то есть принять во внимание его позицию, как он будет действовать и, по сути, даже предугадать, как он будет отвлекать внимание, откуда он будет стрелять и в каком направлении вообще он находится, стреляет и так далее. Это при учете в том, что шла маскировка очень серьезная, и при том, что линия фронта все время простреливалась, там стояли пулеметчики, значит, и другие наблюдатели, которые вели иногда такую беспокоящую стрельбу и так далее. Это было очень сложно, и такая борьба, конечно, это была борьба психологическая, очень серьезная. Но и в этой борьбе наши женщины-снайперы одерживали победы. В начале марта 1942 года во время боев за деревню Великушу Ковшова истребила 12 фашистов, вывела из строя пулеметный расчет противника, что дало возможность нашему подразделению продвинуться вперед. В те же дни под ураганным минометным и ружейно-пулеметным огнем врага она вынесла с поля боя тяжело раненого командира полка майора Довнера. Тогда же впервые была ранена сама, а через 2 дня Маша. После недолгого пребывания в госпиталях девушки встретились. Их дружба крепла и закалялась. 20 мая Ковшову снова ранила, на этот раз осколками снаряда в обе руки и обе ноги. Но она не ушла с поля боя, пока не была выполнена задача по освобождению деревни. И лишь после этого отправилась в санчасть. Но как только раны начали заживать, она раньше времени выписалась из санчасти и вернулась в свой батальон, чтобы снова бить врагов. К лету 1942 года общий боевой счет уничтоженных врагов у Ковшовой и Поливановой перевалил за 300. За этот подвиг они были награждены орденом Красной Звезды. Учет велся по тому, какой урон нанес снайпер. Убитые солдаты и офицеры противника. Причем то, что человек, значит, противник убит, надо было подтвердить. Там были наблюдатели, которые следили за этим. А не мог снайпер, например, прийти и сказать: я сегодня там уничтожил 2 бойцов противника. Надо было иметь определенные доказательства. Ну, вообще снайперов старались, во-первых, их обеспечить охрану, чтобы они не попали там под минометный или пулеметный обстрел, и такое могло быть. Подготовку снайпера на позициях, в общем-то, готовили отделение, или даже батальон мог подготовить, потому что это было очень серьезное, в общем-то, действия. И, разумеется, снайпер не участвовал в ходе там наступления. Да? Когда вот шла позиционная война, окопная война, когда необходимо было, значит, нанести противнику урон и ожидалось там наступление, когда было понятно, что в окопах, наблюдательных пунктах противника будут появляться офицеры, значит, или связисты, или какие-то другие, значит, будет такая активность и будет понятно, что есть наступление, там уже выдвигался туда снайпер на этот особо опасный участок, и там, в общем-то, решалась эта проблема. Несмотря на тяготы фронтовой жизни, Ковшова оставалась веселой и жизнерадостной. В свободные от боев минуты она писала письма родным и друзьям, сообщая им обо всем, что ее волновало, о проведенных боях, о своей боевой подруге. В письмах отражены ее личные переживания, раздумья о судьбе Родины, тревога о близких. Все ее письма пронизаны исключительной искренностью, оптимизмом, ненавистью к врагам. Милая моя тетушка, родная Надюшка, сегодня получила от тебя письмо и спешу на него ответить. Я жива, здорова, бодра и весела, как всегда. Снова у себя в батальоне, где встретили меня тепло и радостно. Только одно удручает, никуда меня наш комбат не пускает и винтовку не дает. Говорит, пока рана совсем не зарастет, я вас никуда не пущу. А будете возражать, отправлю опять в медсанбат и скажу, чтобы раньше срока не выписывали. Слышишь, как громко? Но это, конечно, все шутки. Ранки мои, несмотря на то, что кровь у меня 3-й группы, заживали на редкость хорошо, без единого нагноения, что при осколочных ранениях бывает очень редко. Сейчас чувствую себя очень хорошо. Рука левая работает почти нормально, только значительно слабее правой. Но это скоро пройдет. Сегодня на нас заполнили характеристики для получения снайперского значка, так что скоро получим. Ну а пока всего хорошего. Спасибо за хорошую помощь в тылу. Постараемся не подкачать на фронте. Целую и обнимаю тебя, моя любимая тетушка. Поцелуй за меня всех обезьянок и бабусеньку с Толиком. Маме про ранение не пишите, а то она и так беспокоится. Твоя Наташка. 17 июля 1942 год.
Начало 1942 года планировалось как борьба с противником в активном таком направлении, контратаки противника и контрнаступления. Но вот уровень военного искусства в 1942 году еще был крайне невысок. Советское командование не овладело всеми тонкостями стратегии и тактики, и планируемая операция на весну и лето 1942 года привели, конечно же, к тяжелым поражениям. Это, во-первых, не смогли решить проблему вокруг Ленинграда, блокада сохранилась, и действия, направленные на деблокаду, они не привели ни к какому успеху, по сути, катастрофе. Это проблема с Крымским фронтом, который, когда был высажен десант и был создан Крымский фронт, который должен был вести на наступление в Крыму и освободить Крым. Это была тяжелая трагедия Крымского фронта. Ну и затем 1942 год – это Харьковское направление, операция, которая завершилась крахом. И все это привело к тому, что немецкая армия начала наступать на Сталинград, пытаясь выйти на линию Волги и прервать снабжение с Кавказом, значит, нефтью кавказской, и отрезать южные, значит, позиции наших войск. Ну и все это потом впоследствии привело к сложным еще боевым действиям, которые шли в районе Северного Кавказа. В общем-то, ситуация была тяжелая, критическая. 13 августа 1942 год. Милая моя мамусенька, сегодня получила твое письмо с фотографией. Ты права, мне очень приятно смотреть на нее. Я то и дело ее достаю из кармана гимнастерки. У меня уже нет ни одной своей фотографии, все куда-то исчезли, да. А ты получила мое фото, где мы с Машенькой сняты? Мы совершили большой переход, примерно 115 километров. И теперь наступаем в другом месте, из другой армии. Место здесь очень болотистое, грязь везде по колено. Но ничего, мы здесь повоюем. Побьем проклятых гадов, чтобы им тошно стало. Ты Машеньке напиши, чтобы она зря не надрывалась, а то с ней никакого сладу нет. Я после ранения стала много осторожнее. А насчет денег ты мне не говори. Раз у вас есть чего покупать, да еще и такие вкусные вещи, то пусть лучше будут у тебя деньги, а не у меня. Мне они понадобятся только после войны. Платьице хорошее купить. А пока целую и обнимаю крепко. Твоя Натуся. Это было последнее письмо Натальи. Близился ее последний бой. Враг, выбитый из своих укреплений, старался возвратить утерянные позиции и предпринимал одну за другой яростные контратаки. Казалось, не было на земле живого места. Снаряды ложились один около другого. Перед частью, в которой служила Ковшова и Поливанова, была поставлена задача прорвать оборону противника. 14 августа пошли в наступление. На один из ответственных участков была выдвинута группа снайперов, в том числе и лучшая боевая пара – Наташа Ковшова и Маша Поливанова. Шел уже второй день боя. Немцы предпринимали одну ярусную атаку за другой. По небольшому участку передовой линии нашей обороны они выпустили свыше 1300 снарядов и мин. От их разрывов дрожала земля. На ней, казалось, было уничтожено все живое. Однако советские воины держались стойко. Снайперская группа и автоматчики продолжали мужественно отражать вражеские атаки. Лишь за несколько часов уничтожили свыше 40 фашистских солдат. Но противник, несмотря на большие потери, продолжал настойчиво атаковать. Немцы залегли в лощине полукругом, огибавшей опушку лес. Вскоре им удалось окружить, а затем отрезать нашу снайперскую группу от основных сил батальона. В это время был убит командир группы, и вот тогда командование ею взяла на себя Наталья Ковшова. Когда же враги снова поднялись в атаку и приблизились на несколько десятков метров, она приказала открыть по ним огонь из всех видов оружия. И уже через несколько минут подступы к группе снайперов были усеяны десятками трупов фашистов. Атака противника захлебнулась, и он отступил. Наступила передышка. Но она длилась недолго. Вскоре немцы снова открыли губительный минометный и автоматный огонь по месту расположения снайперов, а затем перешли в атаку. Снайперы продолжали вести меткий огонь по врагу, однако группа редела. Вскоре в живых осталось только трое – Мария Поливанова, Наталья Ковшова и снайпер Новиков. Все они были ранены. Особенно в тяжелом состоянии находился Новиков. Он уже не мог стрелять, лишь беспомощно смотрел на то, что происходило вокруг. Наташа хотела мне помочь, расскажет потом в госпитале Новиков, хотя сама была ранена. И Маша тоже была ранена. Я видела, как они несколько раз перевязывали друг друга. У них кончились патроны, и они отбивались гранатами. Когда же немецкие солдаты подползли совсем близко и наклонились над ними, те неожиданно приподнялись. Раздались одновременно два взрыва, которыми было уничтожено около десятка фашистов.
167. Именно столько солдат и офицеров было на счету снайпера 3-й Московской коммунистической стрелковой дивизии Натальи Венедиктовны Ковшовой. Это официальные данные. По словам сослуживцев, счет перевалил за 200. В уничтоженных числились солдаты и офицеры противника, несколько вражеских снайперов и пулеметный расчет. Счет выдающийся для любого снайпера. В феврале 1943 года указом Президиума Верховного Совета СССР Наталья Ковшова и Мария Поливанова первыми среди девушек-снайперов были посмертно удостоены звания Героя Советского Союза. Похоронена Наталья Бенедиктовна Ковшова и Мария Семеновна Поливанова на месте гибели в Новгородской области. В деревне Коровичино в память о героях установлен обелиск.